Глава 4. Путь к Саянам. 2000 красных конников прошли строем по улицам Троицко-Савска. 8000 железных подков, слитной дробью, дробили дорогу в пыль, и дорога гудела от мерного шага кавалерии. Чубатые парни с шапками на затылках, крестьяне-бородачи, рабочие, сутулые крепыши, учителя, аптекари, землемеры, писари и прочий люд. Откуда они? Почему так величава неспешная поступь их коней, будто бы не разбиты, не смяты они, не согнуты, будто бы не уходят они от врага, а только что одержали над ним победу? Революция вновь расцвела алым румянцем знамен. И опять повторилось недавнее. Мальчишки с ликованием сопровождают конников, богомольцы оставили свои четки, попы, купцы и лавочники закрывают на засовы ворота и двери. На площади перед церковью стояла пестрая толпа. На фургон, груженный ящиками с патронами, брякая шашкой по этим ящикам, поднялся человек с густой шапкой волос и с такой же черной, как смоль, бородой. Он был в кожанке, с маузером на боку, в хромовых сапогах, в правой руке он держал папаху. Будто бы шквальный ветер прошел по толпе. Все узнали сибирского деда, Нестора Александровича Каландаришвили. Товарищи, советская власть в Бурятии пала. Иностранным наймитам и внутренней контрреволюции удалось оттеснить Красную армию. Но мы не разбиты. Поднял вверх свою папаху прославленный командир. Мы вернемся. Люди, верные революции, к вам мой призыв. Не давайте покоя врагу здесь, в тылу. Будьте крепки духом, верьте в нашу победу. Вдруг блеснуло что-то над головой оратора. Никто не уследил, как резким движением дед выхватил из ножен шашку. С первых дней революции я поднял этот клинок на защиту советской власти. Моя клятва — не выпущу из рук оружие, пока не сгинет последний враг. И опять будто шквал прошел по толпе. В тот же день отряд Каландаришвили занял боевую позицию на другом берегу Селенги. Вскоре из того же Троицко-Савска через село Усть-Кяхта прибыли и соединились с ним красногвардейские отряды Рогозина и Третьякова. Остатки и других рассеянных соединений красных тянулись сюда. По мере продвижения к Саянам, изголодавшихся в скитаниях по горам, полубосых, полуодетых и безоружных становилось в отряде все больше день ото дня. Накормить, одеть, вооружить их, сплотить боевое единство. Как сделать это перед лицом еще предстоящих грозных испытаний? Пестрое воинство остановилось в селе Зарубино. Не напрасными оказались надежды на поддержку населения. Через несколько дней сотни подвод с грузом продовольствия и боеприпасов, вьючные лошади, тысячи бойцов, поротно, повзводно, в строгом порядке и под знаменем революции двинулись к перевалу через Саяны. Вера в победу. Что она? Она — звук пустой, если человек может обойтись без нее, если победа ему не нужнее, чем сама жизнь, если не сожжены мосты, и не только те, что взлетели на воздух от динамитных шашек, но и те, что связывают душу с прошлым. Если не так, бессильны страстные речи убеждения, бессильны меры принуждения. Вера в победу есть русло жизни, и, осознавши себя в этом единственном русле своем, наполовину уже победитель. Перед маршем Каландаришвили пожал руки командирам интернациональных отрядов. Они отказались следовать за ним. Каждому из них и многим бойцам их отрядов не единственно возможным и нужным казался столь долгий и тяжкий переход, на который они поначалу решились. Был бы он очевидным спасением, может, и согласились бы. Шаг за шагом карабкаться в Поднебесье, спуститься затем и ринуться в дерзкие бои по тылам свирепого, едва ли не победившего врага, это представлялось им жертвой слишком большой и напрасной. Но геройство и безрассудство, бывает, смыкаются, как лед и пламень, вода и камень, как широта с узостью. Разберись, человек.
Что мог сказать им на это грузин Каландаришвили, который начал свой путь с борьбы против родных живодеров вкупе с живодерами царскими? Воевал он с молоду против тех и других. Не довоевать нельзя было, так велела ему совесть. Только свою совесть вложишь ли в сердце другим? Она не дар в руку, не вино в уста, с нею надо родиться. Уклонившиеся приняли решение вернуться в Кяхту и там, на границе, договориться с китайскими властями об интернировании через их территорию. Они стремились каждый на свою родину. Был в их числе и российский человек, анархист Лавров, волею случая затесавшийся в партизанское войско во главе небольшого отряда. На какую родину он хотел вернуться? Вот уж с ним-то поспорил бы Нестор Каландаришвили, сам в прошлом разделявший взгляды Лаврова. Но ни с ним, ни с братьями его спорить не стал. Всем он сказал коротко: воля каждого выбрать свою дорогу. Горечь его была едва скрыта, и все это видели. По донесениям разведки, бои предстояли еще задолго до подхода к Саянам. В этом случае бесполезны были бы уговоры. И он пожал руки всем. На исходе 5-го дня авангард подошел к Белозерску. Большое село встретило их молчанием. Третьяков отдал приказ спешиться, накормить лошадей. Рогозин распорядился отыскать пристанище для штаба. Вскоре явился между ними гнедой рысак. На всем скаку осел на задние ноги и с храпом поднял вверх морду в пене. Каландаришвили соскочил с коня и рукояткой плети указал в сторону села. «Смотрите туда! Видите, что там?» Рогозин и Третьяков недоуменно переглянулись. Вид обоих был растерян. «А что там?» — молча спрашивали они. «Не понимаю», — пожал плечами Рогозин. «Похоже на то, что село пустое, товарищ командующий». В эту минуту приоткрылась дверь ближней избенки. Несколько детских головок, как суслики из норы, показались в просвете. Ребятишки зыркнули глазенками, и дверь захлопнулась. «Люди прячутся от нас. Вот что происходит, командир Рогозин». «Народ захлопывает двери перед нами», — красный командир Третьяков. «По-вашему, это пустяк?» «Что делать, Нестор Александрович?» — попытался возразить тот. «У нас нет времени войти в каждый дом и приласкать каждого ребенка. Доброму воинству дети сами бегут навстречу, а если прячутся, значит, здесь против нас работает враг». Легко, чуть пританцовывая, подошел и щегольски козырнул дагестанец Кура Магомед. Это его Рогозин послал отыскать избу для штаба. «Нашел?» — спросил у него Рогозин и усмехнулся, ожидая, как бравый кавказец опростоволосится сейчас перед командующим. «Очень много пустых домов», — не замедлил клюнуть на удочку Кура Магомед. «Ай, как радостно, да? Да чего же хорошо!» Кура Магомед померк. Чуя неладное, он принялся бормотать что-то невнятное о пустых домах, о том, что тень Горбатова, как говорят в его народе, не бывает прямой. Затем бормотание свое он, как видно, счел недостойным джигита, улыбнулся и снова лихо козырнул. «Виноват, товарищ командующий». Каландаришвили рассмеялся, засмеялись Рогозин с Третьяковым, и общее согласие само собой возобновилось. «Судя по всему, белые опередили нас», — сказал командующий. «Они заслали сюда своих агитаторов. Клевещут на нас они, буржуйское отродье. Обманутые люди бегут от нас, как от чумы. А ты, о разумный Кура Магомед, радуешься. Много пустых домов». Дагестанец, как в лезгинке, хлопнул себя по голенищу и произнес какое-то крепкое слово на своем родном наречии. Все опять засмеялись. «Горячая кровь. Хорошо, но уму не замена. Погорцуй-ка ты, Магомед, по селу, собери как можно больше тех, кто остался, женщин, детей, стариков. Правдивое слово твое да рассеет ложь. Расскажи людям, кто мы такие, красные бойцы». «Слушаюсь, товарищ командующий». «Джигит,
вслед уходящему Магомеду, не скрывая восхищения, бросил Каландаришвили и повернулся к товарищам. В село входить нельзя. Пусть все командиры прикажут своим отрядам остановиться лагерем здесь на подходе и строго предупредить, кто выдернет хоть кол из сплетня, будет наказан, как мародер. Низко спустилась ночь, на небе ни звезды, и какие-то древние поверья напоминают созвездие костров на земле. Живой огонь выхватывает из тьмы то фигуры людей, непомерно увеличенные и зыбко колеблемые, то лоснящийся круп лошади, то темную и горбатую глыбу фургона с боевым снаряжением. Много ли, мало ли здесь людей, скрыто во тьме. Сокрытый в тишине случайный бряк оружия, чей-то краткий смех, фырканье коня, сдержанный говор. Все это как бы влилось в тишину, ничем ее не нарушая. И кто эти люди у костров? Кочевели эпохи великого переселения народов, войска ли Спартака, табор ли цыган, племени без родины и вне всяких времен? Но разве не из плоти и крови был любой человек самой далекой вечности? И разве вечность сама не слагается из ежедневных дел, из радостей и страданий, из надежд и ожиданий? И бывают минуты, когда то и другое соединяется во что-то одно, когда несовместимое совмещается. Сказал бы кто Третьякову, что он герой, удивился бы Третьяков. Но посмотрите на его профиль в блуждающем свете костра, на его задумчивую позу, перехватите на краткий миг его взгляд. Он здесь, Третьяков, и как бы уже не здесь, а в песне, в сказании. О чем думает мудрый Аронович, глядя со стороны на 22-летнего красавца Рогозина? Сильная штука любовь, должно быть, думает Аронович про недавнюю женитьбу этого парня. 16-летняя дочь богатого купца в Кяхте влюбилась в Рогозина и отправилась с ним в поход. Такая решимость подстать разве лишь Ароновичу самому, прирожденному богатырю. Нищие евреи и его родители некогда продали своего маленького хилого Вульфа за 500 яиц. Приемные родители нарекли его по-своему, Владимиром. А он, на удивление всем, возьми да вырасти богатырем, который стал профессиональным борцом в цирках Харбина и других городах. В бумагах царской охранки он издавна был на особом учете. В Верхнеудинске его попытался арестовать какой-то урядник. Владимир слегка приласкал урядника кулаком, а тот не нашел ничего лучшего, как отдать Богу душу. Ну, родятся же на свет такие плюгавые сморчки. Угодил наш богатырь в каторгу на 20 лет. Как знать, выжил бы он там, брошенный в ямы золотых рудников, да спасибо революции. В Красную гвардию никто не звал Владимира Ароновича. Путеводная звезда жизни его сюда привела, как и тезку его, сидящего рядом с ним у костра Владимира Георгиевича Медвядского и его 3 сыновей. «Товарищ командующий, волосы ваши горят!» Командующий отпрянул от огня. «Они опередили нас!» С досадой хлопнул он ладонью по донесениям, который только что рассматривал, так неосторожно близко наклонившись к огню. «Они все время заступают нам дорогу. Если мы дадим им укрепиться в Петропавловке...» Каландаришвили резко встал. Громадой чуть ли не до верхушек деревьев поднялась его тень. «Но мы не дадим им укрепиться. Этой же ночью мы атакуем их с 2 сторон. Нельзя нам дремать, товарищи. Дорого обойдется. Нет, не днем, даже не утром, а только ночью. Мое решение — седлать коней». Командиры окружили Каландаришвили. Короткий отдых, минуты раздумий, благодушие мирных бесед — все будто клинком было отсечено, прервано на полуслове. В обход Петропавловки, держа направление на поселок Сагата, пойдут отряды Рогозина и Лебедева. До рассвета вам надо зайти в тыл противника и начать операцию. Не ожидающие удара с тыла белые вынуждены будут перебросить часть своих сил с главного направления. В это время отряды Ароновича, Третьякова и Блюменфельда должны ударить в лоб. Задача понятна? Понятна.
Труба гарниста уже пропела хрипло, обозных лошадей уже впрягли в оглобли. На ездовых подтянуты были уже подпруги, притороченные суммы у седёлой стали видать костры, гасимые водой и землей, когда совсем близко, не далее, чем в саженях в 10 или немногим более, послышался визг и хрюканье. «Кабаны!» — в охотничьем азарте крикнул кто-то из всадников. Разом клацнули затворы сотен винтовок, но в эту минуту вслед за визгом и хрюканьем с той же стороны и в той же вблизи послышалось натужное мычание коров. Недоумение обратилось в благожелательное любопытство, когда из леса обычной своей легкой походкой вышел и козырнул перед командующим бравый аварец. Боец Красной гвардии Кура-Магомед задание выполнил. Переполох, вызванный этим явлением из тьмы, улегся не сразу. Не сразу дошел до многих и смысл происшедшего, хотя ничего сверхобычного не случилось. Кура-Магомед собрал оставшихся в селе, со всей присущей ему горячностью, втолковал людям текущий момент, призвал на головы белых все известные ему проклятия по-русски, а большей частью по-аварски. И вот теперь ушедший из села возвращается по домам, гоня впереди себя уведенный от убоя скот. Хуже оказалось то, что причиной переполоха в селе была не только работа белых агитаторов. В село прискакал некий красный командир с десятком бойцов, учинил обыски в домах зажиточных крестьян, ограбил их, отобрал лучших коней и скрылся. Каландришвили от гнева привстал в стременах. «Провокация! Они переодеваются в нашу форму и грабят людей». «Не горячись, Нестор Александрович», — оказался рядом Горенков. «Магомед, какие-нибудь приметы того мародера запомнились?» «Усы, кожаная куртка, маузер на ремне, 3 гранаты», — без запинки отчеканил Кура-Магомед и умолк. Ничего больше он не узнал при расспросах. Один из организаторов советов Троицко-Савске, примкнувший теперь к партизанам, Александр Иванович Горенков, был спокойный и рассудительный человек. Свой вопрос он не зря задал. «Знакомый портрет», — улыбнулся Горенков. «Он еще пьяный был», — вспомнил Кура-Магомед. Выдергивал шашку, угрожал, все прятались от него по углам. «Совсем знакомый портрет. Что скажешь, Нестор Александрович?» Догадка была столь вероятная, что Каландришвили в гневе опять привстал в стременах. «Лавров! Ах, сволочь! 5 дней не прошло, как со всеми ушел в Кяхту, и уже здесь мародерствует. Почему он с десятком бойцов? Он же ушел со своим омским отрядом. Поймать живьем и судить». Отряд за отрядом колонна, замыкаемая обозом, двинулась между тем по каменистой тропе. Лес и ночь надежно скрывали это тайное продвижение. Дробот сотен копыт был сдержан. Умные кони чуяли, что нужно их всадникам. Впереди шла разведка, но тишина и тьма вокруг таили в себе тревогу. Все чудилось. То ли засада впереди, то ли преследование позади, то ли глаза и уши соглядатаев в лесу по обеим сторонам тропы. Большая папаха Каландришвили белым пятном маячила в голове колонны. Этот путеводный знак вселял успокоение едущим следом. Только не было успокоения в мыслях и в душе самого Каландришвили. Бандитские налеты анархиста Лаврова беспокоили его едва ли не больше, чем предстоящий бой за Петропавловку. Как видно, догадки о Лаврове были не зря столь навязчивы, потому что вскоре, обогнав колонну, со стороны арьергарда подскакал вестовой с новостью. Задержан некий Затурецкий с 2 бойцами, требует личного разговора с командующим. «Какой еще Затурецкий?» Вестовой развел руками. Кроме фамилии он ничего не знал о задержанном. Зато хранилось кое-что в цепкой памяти Горенкова, ехавшего рядом на своем кауром. «Не комиссар ли из омского отряда?» — предположил он. «Омского? Из отряда Лаврова? Позвать сюда». «Есть». При одном лишь слове «есть» конь вестового без понуканий, как разумный и расторопный слуга, повернул назад.
Затурецкий не заставил долго себя ждать. Вскоре он подъехал, козырнул и подал руку Каландаришвили. Тот подал свою без радушия, как бы сомневаясь, стоит ли. «Где Лавров?» Без всяких предисловий в упор спросил он Затурецкого. «Как только ваши отряды двинулись в поход, он отправился в Маймачен договариваться с китайскими властями об интернировании. Ничего у него не вышло. И не выйдет. Ни у кого не выйдет. Не это ли я вам говорил? Не в том ли вас убеждал? Китайские власти — это власти, не народ. Что же дальше?» А дальше-то прихватил Лавров золотишко, десяток дружков и скрылся. Командование омским отрядом мне пришлось взять на себя. Так где же он, ваш Лавров? Не знаю, Нестор Александрович. Может, у вас есть вести? Собачье отродье. Есть вести. Если он в здешних краях, оживился Затурецкий, тогда след его известно, куда ведет. Отсюда километров 60 есть село Желтура. Сын тамошнего богача Глупого, дружок и халуй Лаврова. Наверняка он сейчас в Желтуре. Это дело другое. Спасибо, Затурецкий. Ну, сволочь, далеко не уйдешь. Где Кура-Магомед? Позвать. Аварец будто того и ждал. Явился как дух из тьмы и, как всегда, не отказал себе в радости щегольски козырнуть. Слушай задачу, Кура-Магомед. Берешь у товарища Унгара 20 таких же молодцев, как ты сам, и скачешь назад, в то село, где агитировал. Теперь там все от мала до велика друзья твои, особенно девушки, позволил себе пошутить Каландаришвили. Есть, товарищ командующий, расцвел Магомед. Не спеши сиять, не к девушкам отправляю тебя. Лавров разграбил это село, поэтому любой согласится проводить тебя до Желтуры. Если этот бандит там, постарайся схватить его живым. Не удастся живым, не мне тебя учить. Есть, товарищ командующий. Разрешите выполнять? Лети, орел. Тишина и тьма. Все тот же мерный дробот копыт по каменной тропе, и все та же затаившаяся тревога. Скорее уж светло бы, что ли? А нельзя, чтоб светало. До первых петухов надо подойти к Петропавловке, да еще обойти ее с тыла. Военная удача. От чего ты зависишь? Всю жизнь провоюй, всю жизнь будешь задавать себе этот вопрос. Затурецкий сказал, что командование омским отрядом он принял на себя. Что же он намерен дальше делать? Почему явился сюда? И где сейчас его отряд? Каландаришвили из гордости не задавал ему этот вопрос, ведь он по-доброму расстался со всеми, кто не пожелал присоединиться к нему. Что же до Затурецкого, то он, шаг в шаг, едучи на своем коне, рядом с дедом, тоже не решался об этом заговорить. А ну, как этот пылкий грузин спылит? Я, мол, отпустил вас всех с добром, а вы ко мне с повинной? Показали вам спину китайские власти, вот и спасайтесь теперь как можете. Игра в молчанку длилась долго и еще больше усугубляла чувство смутной тревоги, этой полуночной тишины и этой кромешной тьмы. Кончилось тем, что не выдержал Каландаришвили. «А где же твой омский отряд?» В упор спросил он у Затурецкого. «Нестор Александрович», — заговорил тот, — «правы были вы тогда перед походом. Можете не поверить мне, но я и тогда понимала вашу правоту. Но не я же тогда командовал отрядом. Лавров командовал. А ты был кто? Комиссар или шишка на ровном месте?» «Что делать, Нестор Александрович?» «Довольно. Об этом бандите ни слова больше. Считай, что его уже нет. А теперь мы решили на совете, Нестор Александрович, решили присоединиться к вашим отрядам. Будет на то ваша воля, так принимайте пополнение. Отряд мой следом за мной идет, по этой же тропе».
К такому обороту Каландаришвили был не готов, хотя об отряде, идущем следом, было ему известно по донесениям разведки. Каландаришвили не думал, что отколовшийся отряд может ударить ему в спину, однако не надеялся и на союзничество. Он долго испытывающе взглядывался за Турецкого и вдруг развел руками. «Давай-ка, отцо Затурецкий, обниму я тебя». Не пришлось им обняться. Со стороны арьергарда донеслись длинные строчки пулеметных очередей, несколько винтовочных залпов и далекое едва слышное «Ура!». Тревога. Каландаришвили хлестнул плетью коня, рванул за повод так, что тот резко вскинул голову. Передний отряд остановился. Идущие следом напирали на него. Захрапели, заржали кони. На всем протяжении колонны там и здесь послышались команды изготовиться к бою. А мимо всей этой сумятицы к арьергарду несся на коне сам дед. Бурка развивалась за его плечами, как бы едва поспевая за ним. Белая папаха с мутным пятном чертила во тьме все извивы тропы. «Что за пальба?» Наконец осадил он коня. «Товарищ командующий, наши не узнали друг друга». «Омский отряд, что ли?» «Он, товарищ командующий. Конфуз получился. Своя своих не познаша. Следом за вами шли, да натолкнулись. Спасибо, луна чуток осветила, сглядели». «Так Затурецкий ваш, он что, не сказал, за кем вы следом идете?» «Сказал. Да вот новичок у нас, Арманд Мюллер, мадьяр». «Жертвы есть? Раненые?» «Обошлось. Вы уж не ругайте мадьяра, товарищ командующий. Он с роты своей мыкался от Посольска до Читы. 3 недели блуждал по скалам Хамардавана. Совсем одичал». Виновник происшествия Арманд Мюллер стоял тут же рядом с разговорчивым красногвардейцем. Вид его был жалок. Обросший и оборванный, он растерянно улыбался, понимая, что речь идет про его оплошность, но слишком плохо знал по-русски, чтобы оправдываться самому. Каландаришвили спрятал усмешку в бороде. Ложная тревога улеглась, движение возобновилось. Смутно брезжил рассвет, когда впереди, в верстах в 2-3, послышались петухи. Петропавловка. Военная удача. От чего ты зависишь? Почему то даешься в руки, то ускользаешь? Какому богу надо молиться, чтобы приторочить себя к своему седлу? Да, ты любишь сильных, храбрых, находчивых. А правое дело войны что-нибудь значит в твоих глазах? Или ты слепа? Как видно, что-то значит. Иначе почему бы здесь, в Петропавловке, победа оказалась настолько доступной, будто заранее была уготована награду за ночные тревоги и за этот долгий переход? Обойдя заранее партизанскую армию Каландаришвили, белые действительно начали рыть здесь окопы. Но вышло так, что службу свою сослужили эти окопы не им самим, а партизанам. 3 отряда, ударившие с тыла, произвели такой переполох, что белые кинулись отражать нападение, не оставив на заготовленной позиции никакого резерва. Теснимые назад, они ринулись, наконец, в окопы, но встретили сокрушительный огонь уже засевших там других партизанских отрядов. Бой прекратился так же внезапно, как и начался. Гарнизон Петропавловки был смят и развеян. И опять по селу победным маршем прошли конники с шашками наголо, и опять победителей встречала пестрая толпа. Один только дед был с виду будто бы даже не рад победе. Заботы о предстоящем перевале через хребет, ожидание все новых и все более суровых испытаний тяжелили мысли его и сердце. Перевал. До него еще дойти надо, его перейти надо. А что там за перевалом? Этого никто предсказать не мог. Звериная тропа то появится среди темных елей, то скроется в каменных россыпях. Низко и тяжко висит над утесами хмурое небо. Ветер свистит и течет. В такую пору хозяин тайги готовится лечь в берлогу.
И без того отъевшийся, заматеревший, он, как истинный запасливый хозяин, все еще перегоняет в жир остатки ягод на оголенных кустах, случайных мышей и другую мелкую тварь, червей под вывороченными пнями, под камнями. Постель свою он заботливо устилает листьями, сосновым лапником, мхом. Но что за шум посторонний, что за движение в этом царстве неподвижности, на кручах чуть ли не поднебесных? Кони, люди, непонятные существа люди. Они, как видно, изгнаны кем-то из своих берлог. И по делам, кто же ладит берлоги на открытых местах, да в ряд? Да еще дым какой-то из труб. Шатуны безберложные, какая нужда их гонит? И куда? Голодные, злые, волками рыскают всюду. Вон лезут. Все лезут по тропе вверх перевалу. Что там ждет их? Голые скалы да ветер. И вот еще непонятно. Кони сильнее их, а служат им, носят их на себе. Может, кони боятся их ружей, которые изрыгают огонь? Похоже, что так. Вон сколько их, палок этих железных с деревяшками, у каждого по палке. Умный зверь таится за буреломом, зорко следит за пришельцами, а в крови у него волна за волной колобродит. Тревога, тревога, тревога. Надо уходить. Если не приметили, все равно покоя не будет. Сомнений хуже беды. Уходить надо подальше от этой тропы и ладить все заново. А найдется ли там яма добрая, мох да лапник да листья? Там в стороне-то одни утесы. Люди. Говорят про них, будто они умные. Но в чем же их ум? В том, чтобы простому доброму медведю не дать даже берлогу лечь? А люди и кони все шли. Белые отряды и после Петропавловки не раз заступали дорогу партизанам. Эскадроны белых, посланные следом, пытались разбить их ударами с тыла, но достигли лишь того, что у села Тарейского сами на голову были разбиты и рассеяны по окрестным лесам. И вот перевал. Изможденные от скудной еды и бессонных ночей, застигнутые зимой полуодетыми, идут люди. Шаг за шагом, молча, со злым упорством все выше сквозь бурелом, рассеченных молниями вековых деревьев, через каменные мешки, сквозь тектонические разломы с нагромождением базальтовых глыб, мимо черно-зловещих утесов, по шатким мостикам через пропасти идут, все идут. В самом деле, кто их гонит? Здесь их даже враги не гонят. Они от врагов отбились. Тогда, может быть, несут они с собой нечто более дорогое, чем жизни свои. То, чему погибнуть никак нельзя? Что же такое несут они? Знамя. Аршин красного шелка на палке. Ну, перевал, запомнишься ты. Снизу вверх смотрели мы на тебя, подходя. Высок. Ты сейчас такой же. Всегда оставайся высок. Да только дудки. С обратной стороны смотрим на тебя сейчас. Перевалили. За перевалом горная речка катит воду свою по камням, облизывая их с боков и сверху. Катит и катит. Торопится, хоть бы секунду передохнула. Что ее гонит? Другая, большая река влечет ее. С той рекой надо слиться как можно скорее и дальше спешить к океану. Усталые кони жадно припали к воде. Вдоль берега задымили костры. Сырой озноб пробирал до дрожи. Люди, одетые не по-зимнему, тянулись к огню. Пожалуй, только подросток Генка, младший из 3 сыновей Медвядского, от холода не страдал. Генка и в ус не дул. Он был одет в шубу. Женская бурятская шуба была ему длинна. Чтобы она не волочилась, старшие братья подпоясали Генку веревкой, отчего шуба пузырилась на его спине, и Генка похож был на горбатенького старичка.
Маленький гном деловито таскал сучек к костру. Из тьмы в свет, из тьмы в свет. «Генка, продай шубу». «Не», — возражал Генка, также деловито. Он был во всем основательный человек, ковыряя пальцем в носу. «Мне ее тетка Ханда подарила. Она прогоретая была». «Кто? Тетка Ханда?» «Не тетка. Сказано тебе, шуба. Вот здесь». А тетка Ханда как положила заплатку, так как ушила. На этом-то непотребном месте с чего же она у тетки Ханды прогорела? Про то не сказывала. Ну, уморил. Про это место не сказывала, говорит. Так продашь, что ли? Снизку баранок даю и леденцов кулек. Врешь, нету у тебя баранок. Баит тоже леденцов кулек. Дареные не продают. Правильно поступаете, товарищ революционный боец Генка. Подошел Карандашвили. Шуба бурятской тетушки Ханды вам очень к лицу. А вот это от меня. Мужичок с ноготок живо спрятал за пазуху печеную картофелину, поданную ему командующим, и только после этого отдал честь. «Спасибо. Служу трудовому народу». «Эх, растудит твою манерку. Сухари со стеклом, а, Нестор Александрович? Каким же лютым гадом надо быть, в муку толченое стекло насыпать?» «Мы не у друзей ту муку просили. Мы отобрали ее у врагов. Понимаешь, дорогой товарищ? А наш начснаб Медвядский оказался доверчивый ребенка. Где была твоя революционная бдительность, Медвядский? Еще раз таким манером обмешенишься, Генку твоего поставлю начснабом вместо тебя. У него глаз позорче». У костра засмеялись. Подростка Генку никто всерьез не принимал, видя в нем только шубу одну. С Генкой внутри да веревкой подпоясанная бурятская шуба в должности начснаба показалась партизанам хорошим увеселением. А между тем Каландаришвили, если и пошутил, то самую малость. Года через 2-3 из Генки этого вышел бы такой начснаб Геннадий Медвядский, что ни на какую уду не подсечь. Знать бы только, что будет года через 3. Пусть через год даже. Пусть через месяц. Знать бы прославленному сибирскому деду, что поджидало его дня через 3, через день даже, может быть, через час. Где твоя революционная бдительность, зоркий горный орел Каландаришвили? Смотри-ка, у соседнего костра, чуть в отдалении, сидит и не сводит с тебя глаз убийца. Белый контрразведчик, подосланный к тебе с пузырьком страшного яда. Друзья по заточению в Селендумском застенке Барчахадзе и Шубин были неразлучны. Все они сделали общим для себя: и сухари, и табак, и патроны. Барчахадзе этой дружбе был особенно верен. Избитый до полусмерти и все еще не поправившийся, он ухаживал за Шубиным, как мать за ребенком, и этим, сам того не ведая, ставил лазутчика в трудное положение. Вместо того, чтобы неусыпно следить за грузином-бардачом и ловить нужный момент, Шубин вынужден был расточать ответные ласки другому грузину. Черт бы его побрал совсем. Ненавидеть человека, делая вид, что любишь его, это, согласитесь, тяжелая работа. В котелке манерки друзья сварили 2 горсти пшена из общего запаса, съели свой ужин и уже стали укладываться вблизи огня, когда подошел Кура Магомед. «Барчахадзе, ты в Дагестане бывал?» «Не бывал». «Грузин, не бывавший в Дагестане, не грузин». «Шел бы ты мимо, а? Устал, не хочу болтать». Промашку дал Барчахадзе. Отвернуться от Куры Магомеда значило то же, что арканом его привязать. Оскорбленный пренебрежением к своей особе, тот уйти не мог. «Устал, говоришь? Почему товарищ твой не устал? Фамилия твоя Шубин?» «Шубин», — ответил Шубин. «А звать?» «Ну, Владимир Иванович, что дальше?» «Спать да спать, можно жизнь проспать. Лучше ты, Владимир Иванович, расскажи что-нибудь про жизнь, про себя. Как попал в наш отряд?» «А твое какое дело?» — стал на защиту друга Барчахадзе.
Но этот гнев для Куры Магомеда имел значение шпоры для хорошего скакуна. «Знаю, вас подвесили за ноги и били по спине. Это, по-вашему, казнь?» «Я не зря спросил, бывал, не бывал в Дагестане. У нас в Дагестане вот так отцы наказывают непослушных детей. Поняли, дети мои?» Торжествующий Кура Магомед простодушно положил руки на плечи обоим. Барчахадзе сбросил их. «Убери руки. Болтать будешь, когда сделаешь то, что сделал этот Шубин». «А что он сделал? Попал в плен?» «В плен попасть может всякий, а вот справиться с двумя вооруженными конвоирами и бежать...» «Не смеши меня, Барчахадзе. Если б ты знал, как я скрутил Лаврова...» На этом Барчахадзе кончился. Он сделал еще одну промашку. Дал Куре Магомеду сесть на своего конька. Откуда было знать Барчахадзе, что аварец затем явился, чтобы рассказать о пленении Лаврова, что без такого самовыражения Куре Магомеду жизнь не в жизнь. Эта сволочь установила кольт-пулемет на крыше дома. Собеседники невольно глянули во тьму, куда указал рукой Кура Магомед. Ноздри его орлиного носа раздувались, глаза горели. Он заново переживал то, что пережил недавно, и в этом было его упоение. Вокруг избы караул. Луна в небе, светло, как днем. Ниоткуда не подступиться. Что делать, мой дорогой кунак? Кура Магомед опять положил руку на плечо Барчахадзе. Тот на этот раз не бросил ее. И тогда по его рассказу последовало нечто умопомрачительное. Дом, где засел Лавров, был атакован с нескольких сторон. Дружные залпы оборонявшихся заставили отряд спешиться и залечь. Бой длился долго, все с нарастающей яростью. Кура Магомед подскакал к самому дому, когда лошадь под ним рухнула. Уже падая с лошади, он успел накинуть аркан на печную трубу и по нему ловко взобрался на крышу. Ударом кинжала сзади он поразил пулеметчика, а в печную трубу одну за другой бросил 4 гранаты. Последовали взрывы. Дом задрожал. Уцелевшие, Лавров в их числе, выбежали наружу. Догадавшись, откуда беда, Лавров оглянулся, увидел Куру Магомеда и бросил в него гранату-лимонку. Но Кура Магомед ловко поймал лимонку и вернул Лаврову. Взрыв ахнул над головами беглецов, да еще сыпанул им вдогонку Кура Магомед из кольта. Вот так, не потеряв ни одного бойца, Кура Магомед ликвидировал осиное гнездо, конфисковал награбленное золото и вернулся в свой отряд. Хотите — верьте, хотите — нет. Шквальный огонь, а ты прямо к дому, так? Не ползком, на коне? Кура Магомед живо сообразил, русский ему не верит. «Когда умирает конь, остается земля», — гордо сказал он в ответ. «Когда погибает герой, остается его имя. Так говорят у нас в народе. А на саблях у нас пишут: не хвали свою саблю, сидя в тени дома, хвали после битвы». Да вижу, ты обиделся на меня. Укороти уши осла, не станет осел скакуном. Вот что еще говорят в Дагестане. Завтра тяжелая дорога, да укроет вас ночь. Когда он ушел, друзья некоторое время сидели молча. Шубин досадовал на себя, не сдержался. Досадовал на него и Барчахадзе. «Если не врет, то сильно подсаливает», — попытался оправдаться Шубин. «Во все это поверить? Не знаю». «Ты, Володя, о сидящем человеке не спеши говорить, что он хромой. В Дагестане что не аул, академия. Аул Цумава — все лихие наездники. Аул Кубачи — чеканщики по золоту и серебру, оружейники. В ауле Цавкра с малых лет ходит по канату натянутому. Вспомни, мы с тобой через перевал ползли на карачках, а Кура Магомед мимо нас прошел легко, как по ковру. Да еще раненого товарища нес на себе. А сказал, в Дагестане не был». Налаживая согласие, дружески упрекнул Шубин. «На Кавказе родившись, Дагестана не знать? В это уж никто не поверит». Укладываясь спать, Шубин еще раз глянул в сторону Каландаришвили.
Тот сидел у костра один. Призрачный свет непомерно увеличивал его папаху и бурку. Живые блики огня причудливо мерцали, и от этого неподвижная фигура партизанского командира казалась зыбкой, подвижной. Вот он, рядом, а не достать. Как к нему подступиться? За перевалом стало не легче. Кручи Саян миновали, но ударили морозы, и теперь нельзя уже было сказать, что мучительнее переносить. Страдая вместе со всеми, Шубин день ото дня проникался злобой к другу своему, Барчихадзе. Тот не оправдывал никаких самых скромных надежд. Расчет был на то, что грузин Барчихадзе станет ближайшим соратником грузина Каландаришвили, и Шубин таким образом приблизится к цели. Расчет был на землячество, столь ценимое у грузин, на тяготение по крови. Но этот блаженный идиот стать ближе к соплеменнику не только не стремился, но даже избегал Каландаришвили, объясняя это тем, что не желает примазываться к его славе. Шубин подозревал, что командующий, пожалуй, даже не знает, что среди бойцов его воинства, кроме комиссара Асатиани, есть еще один грузин. Он не раз намекал другу своему: «Не будь скромницей девицей, бери, что рядом лежит». Но всякий раз Барчихадзе уклонялся от таких разговоров. Однажды он даже рассердился на Шубина, и тот вынужден был замолчать. Время шло. Отряды хоть и медленно, но продвигались все дальше вглубь, в тылы, откуда уйти к своим Шубину было день ото дня труднее. Надо спешить. А кроме того, не похвалит его за нерешительность, даже в случае удачи. Отряды шли по тылам, как по своей земле, встречая сочувствие населения. В Джиде и Закаменске русские и буряты снабдили партизан продовольствием, дали им сорлыков, этих на редкость выносливых и сильных животных, незаменимых обозных тягачей. Отряды шли, оставляя за собой молву о том, что советская власть не погибла, что она жива и готовится к реваншу. И вот уже граница Монголии. Река Уелган наперекор морозу катит быстрые воды свои. Вдоль берега костры бивуака. Завернутая в медвежью шубу сидела у костра Анастасия, жена Василия Рогозина. Она с мольбой смотрела на своего суженого, а тот стоял перед ней виноватый, бессильный помочь. Что стало с нею, с прежней красавицей? Лишь лоб округлый и чистый, как яичко, да носик чуть вздернутый, напоминали о прежнем ее облике. Эти ее глаза молящие, вот этот горький, заплаканный рот с ума сводили Рогозина. Слов не осталось ни у нее, ни у него. Все слова были сказаны, пересказаны. Но от безмолвия еще томительнее было на сердце и у них, и у Читы Третьяковых, сидевших возле того же костра. «Разорвал бы тебя дьявол, удумал взять девку с собой. А где она, Нони, яманка твоя, козочка? А то нечто она сидит, ой, лишной. Цветок сараночку сорвать, да на такую страсть Божию с собой. Отбуцкать бы тебя как след». «Не воркачи, мать!» — одернул жену Третьяков. «Ругнёй дело не поправишь». Светлая весна жизни, молодость. Ты на счастье ли дана человеку? Отчего мудрость медленной телегой далеко позади плетется за твоим удалым рысаком? Совсем недавно было это, а словно во сне привиделось. Он, 23-летний Василий Миронович Рогозин, красный командир и начальник гарнизона Кяхты, горцует по улицам города на гнедом скакуне. Бывший уездный город на перепутье торговых дорог из России в Китай смотрел на нового властелина с недоумением. Слишком молод и слишком красив. Во всю его историю такого еще не бывало. Вековая пыль верблюжьих караванов, горькая на вкус, налетом серым лежала еще на хмурых лабазах и магазинах купцов, на их каменных особняках, на лачугах бедноты, на куполах церквей.
Память о декабристе Бестужеве, некогда отбывавшем здесь ссылку, еще хранилась в каждом зажиточном доме в виде придуманной им и отсюда получившей распространение бюро-конторки или двухколесной легкой тележки для конных прогулок и скачек. Старожилы всех сословий ревностно гордились тем, что не откуда-нибудь, а отсюда, с дальней окраины России, пошел по миру придуманный Шиллингом электромагнитный телеграф. Чем же осчастливит город вон этот юнец на коне? Говорят, какой-то новой властью, советской. Что за власть такая? А новый хозяин и думать не думал, как ему снискать расположение почтенного города. Что за суета, забота такая, когда у него на все и вся был триединый мандат: храбрость, молодость и доброта. Девушки одна другой краше окружали его, чтобы взять сладкий плен свой, обвить его своими косами, очаровать смехом, звонким, как серебряные колокольца, ослепить белизной зубов, румянцем щек. В древности, слышал он, некого Одиссея вот так же зазывали сладкозвучные сирены. Чтобы устоять перед их чарами, Одиссей привязал себя к мачте корабля. Но более прочными узами привязал свое сердце красный командир Рогозин верностью революции. Однако пути любви, как пути Господни, неисповедимы. Спросить бы тебя, Василий, что ты углядел в одинокой печальнице, которая, в отличие от сверстниц, не спешила обнаружить перед тобой себя, а скромной голубкой сидела в окошке и только взглядом одним встречала и провожала. То была 16-летняя Анастасия, дочь именитого богача Бардышева. Он все чаще думал о ней по всякому поводу и без повода. Однажды она явилась ему во сне. Проснувшись среди ночи, Рогозин уже не мог уснуть. На рассвете он оседлал своего Гнедова, и тот мерно зацокал копытами по улице, пустынной в этот ранний час. Вот ее дом. Интересно, где она спит? За тем ли окном, где сидит постоянно? Оказалось, ни то, ни другое. Анастасия не спала. Она сидела на прежнем месте у окна и терпеливо дожидалась своего героя. Волнение было столь сильное, что испугало Рогозина своей внезапностью и глубиной. Он сорвал что-то с куста, цветок ли, веточку, бросил ей в окно и ускакал. Через неделю они поженились. Теперь же в 1000 верст от дома, не у окна, у костра, сидит она, едва расцветший цветок, застигнутый ураганом. «Не плачь», — умоляет Рогозин и берет ее на руки. «Я не плачу». «Нет, ты плачешь. Не плачь», — повторяет он в бессилии. Других слов нет у него. И все качает ее, все баюкает, как ребенка. Был ли он виноват в том, что взял ее с собой? Выходит, что был. Не учел Рогозин, на другой почве вырос цветок, ему полюбившийся. Не подумал он, можно ли пересадить эту красу на почву тяжелую, каменистую. И все же иначе он поступить не мог. Что любовь, если корень с корнем не соединились в один? Она — дерево без листьев, мертвый сухостой. Что для человека пламя свечи, если оно накрыто перевернутым горшком? Что я должен сделать? Едва ли не взвыл от тоски и боли Рогозин. Кто бы мне сказал, что я должен сделать? Васенька, не виню тебя. Это я виновата, не ты. Оставь меня. У тебя свой путь. Оставь. Ты с ума сошла. Бросить тебя ты с ума сошла. Черноусый Третьяков, до того не проронивший ни слова, тяжело поднялся и подошел к молодым. «Уходите», — сказал он им. «Это будет самое верное. Возьми с собой 2 бойцов на выбор, и сейчас же, ночью. Утром при всех нельзя». «Да как же это?» — растерялся Рогозин. «Что же я скажу Нестору Александровичу? Беру жену в охапку и драпу? Приходи, кума, любоваться. Какими глазами я гляну ему в лицо?»
«Молчи!» — осек его Третьяков. И сам умолк. Мимо костра, сутулившись, шагом смертельно уставшего человека, прошел Каландаришвили. Жена Третьякова заступила ему дорогу. «Нестор Александрович, с Рогозиным что ладить будем?» «Не нянька я Рогозину, он знал, на что шел. Пусть думает сам». «Уй, по что так баишь? Сердце-то есть тебе? Она-то, голубка, глякась, исчахла вся, жива каторга. Что же теперь, аль кинуть ее в алкотне на жирание? Отпусти ты их, Христа ради. Довели не по горам идти, а людными местами, по улусам». «Не могу я этого велеть». «А не ты, так кто же?» Этот вопрос, как видно, поставил в тупик сурового деда. Некоторое время он молчал, опустив голову. Не впервой было ему терять соратников. В скором времени на военном совете ему предстоял разговор не легче того, что был перед началом похода. Одним больше, одним меньше, что это меняет? Но Рогозин был у него на особом счету. С ним расстаться было особенно тяжко. И все же... «Пусть идет», — сказал он наконец. «Скажи, что я велел. Все». На другой день в поселке Самага был создан совет командиров. Предстояло обсудить дальнейший путь к Иркутску. Ближайшую дорогу через Тунку Каландаришвили считал опасной. Населенная большей частью казаками, враждебными советской власти, Тункинская долина грозила лишить партизан их единственного преимущества – поддержки народа. Более разумным, хотя и более дальним, представлялся ему путь в обход через Орлик. Мнения разошлись. Сказалась смертельная усталость, когда люди уже не способны трезво оценивать обстановку. Многим мифическими представлялись некие тункинские казаки. А вовсе не так уж люты они, а может быть и нету там вовсе никаких казаков. Зато вот он, прямой выход к Иркутску, на соединение с Красной Армией. Вот он, конец страданиям. Анархизм. Вести людей не напрямик, а в обход — это малодушие анархиста. Хорошо известна такая линия. Поначалу отвага сверх меры — шапка закидательства, а когда цель близка — на попятную. Это сказал Блюменфельд, отколовшийся со своим отрядом в начале похода и вновь затем примкнувший. Каландаришвили некоторое время смотрел на него и не веря в то, что слышит, и вдруг выхватил шашку. «Анархист? Голову сниму любой сволочи, кто посмеет сказать так. Я ли анархист? С первых дней революции я бросил черный флаг и развернул над своим отрядом красное знамя революции. Я не потерплю». С поднятой шашкой в руке пылкий дед и впрямь ринулся было на обидчика, но комиссар Асатиани вовремя ухватил его за руку. «Спокойно, Нестор, спокойно. Пусть остынет твоя кровь. Здесь не Запорожская сечь. Сядь и ты, Блюменфельд». Земляки перебросились несколькими фразами по-грузински. Каландаришвили броском опустил шашку в ножны. Он смирился, хотя лишь с виду. «Я свое слово сказал. Приказывать военному совету не имею власти. Решайте без меня». И вышел. Заметно подмораживало. Под ногами хрустел ледок, небо вызвездило. После тесной, до удушья прокуренной избы холод бодрил. Равновесие духа мало-помалу вернулось. Каландаришвили даже усмехнулся своим мыслям. Вот она, ирония случая. Ему ставят в упрек былую принадлежность к партии анархистов. И кто же тычет ему в глаза каким-то особым анархическим малодушием? Люди, которые сами не тверды, непоследовательны и склонны к анархическим действиям от отчаяния, от того, что у них, как русские говорят, кишка тонка. Ну, да простит им Бог несправедливость, если Бог существует. Так, ублажая себя самого великодушным прощением обиды, шел Нестор Каландаришвили от костра к костру по бивуаку, раскинувшемуся на окраине большого села. Из освещенного круга костра
вошла в темноту, и вскоре явилась перед ним женщина. «Татьяна, ты?» Узнал он жену Третьякова. «Спасибо, батюшка Нестор Александрович. Ушли они». «Кто они?» «Да Рогозины». «Ушли все же». Кольнуло в сердце. Втайне он надеялся на обратное. Ну, что же, счастливого им пути, коли так. Ведь так? Да уж как же, на то и отпустил. Неспешным шагом прошли мимо несколько всадников. Звон стремян, фырканье лошадей, бойцы из дозора. Костры притухли, движение улеглось. Пора бы вздремнуть. Со странной совсем, казалось бы, беспричинной печали в голосе сказал командующий, и его оттопыренная шашкой бурка вместе с ним удалилась во тьму, подобной островерхой копне. Темно было, совсем темно, но Шубин все видел.